Добрый день, дорогие телезрители, дорогие радиослушатели. Мы рады очередной встрече с вами в рамках программы «Профессор доступно о важном». Вы знаете, что мы в рамках таких программ приглашаем наших известных ученых, руководителей образовательных учреждений для того, чтобы поговорить о развитии науки и образования. Тем более в скором времени будет День работников высшей школы. И у нас в гостях сегодня заместитель ректора Северо-Восточного федерального университета по вопросам устойчивого развития арктических территорий, профессор эколого-географического отделения Института естественных наук СВПУ, кандидат географических наук, доцент, заместитель председателя отделения Русского географического общества в Республике Саха-Якутия Юрий Георгиевич Данилов. Юрий Георгиевич, с наступающим праздником вас. И хотелось бы поблагодарить за то, что вы согласились прийти на сегодняшнюю передачу, рассказать о жизни преподавателя, ученого, организатора. Наверное, начнем с детства. Это моя практика, потому что многие думают, что ученые – это какая-то определенная выборочная каста, а на самом деле из самых простых учеников получается вообще ученые. Просто нужно пройти этот путь максимально сосредоточенно, ставя перед собой определенные цели и задачи. Итак, где вы родились, в какой школе вы учились, и что побудило вас стать именно географом? Добрый день, уважаемые слушатели, уважаемые телезрители. Детство мое. Родился я в Орджоникидзевском районе, в селе Бестях, который сейчас стали называть Верхним Бестяхом, а реально, конечно, называется только Бестях. В семье служащих. Мама моя якутка, она из Красной Звезды, Техтюр. Работала бухгалтером в Райпотребсоюзе, а отец был руководителем. И мы, в общем-то, в детстве довольно часто переезжали. Я только родился в Бестяхе, 3 года прожили там, а потом переехали. Жили мы в Намцах, в Итыккёле и потом в Нюрбе. И школьные годы, в общем-то, у меня прошли в Нюрбе с 1 по 10 класс. Я учился в Нюрбинской школе номер 2. И благодаря тому, что у нас стояла в Нюрбе Макинская экспедиция, был аэропорт очень мощный, все это, конечно, влияло на сознание людей. И, в частности, у нас был геологический кружок. От Макинской экспедиции геологи приходили, проводили кружки. И, в частности, я в детстве помню, еще где-то после, наверное, 7 или 6 класса нас забросили на вертолете в верховье реки Мархи, и мы 200 километров шли вдоль по реке. Вещи все грузили на надувные лодки, они сплавлялись, а мы шли по берегу. И, по берегу там шли, камешки собирали, изучали, смотрели. И, видимо, это все, конечно, повлияло на мой выбор. Но пошел я, правда, не в геологи, а в географы. И поступил в 1974 году в Якутский государственный университет на кафедру географии. Как раз руководителем кафедры был Семен Егорович Мастахов. И первые 2 курса мы отучились здесь, а потом по направлению Семен Егорович нас отправил доучиваться в Воронеж, Воронежский государственный университет, вместе с Федором Александром Николаевичем, который сейчас является тоже он доктор географических наук, заместитель по науке Института мерзлотоведения, заместитель директора. И мы там доучились в Воронеже. После окончания я поступил сначала год, был стажером-исследователем, потом поступил в аспирантуру. Аспирантура была у одного из наших ведущих физико-географов, ландшафтоведов. Это Федор Николаевич Мельков. Это целая школа. В общем, кто близок к географии, те, наверное, знают, что в целом, в общем-то, имеется 3 ландшафтные школы. Это Московская, Ленинградская и Воронежская. И поэтому мне посчастливилось у Мелькова. По сути дела, я был последним у него аспирантом, который защитился при его жизни, как говорится. После окончания аспирантуры я, к сожалению, Семен Егорович погиб,
и расширение кафедры не произошло здесь, в Якутске, и поэтому здесь работы не было, в университете. И поэтому я как раз открыли в Брянске географическое направление, кафедру географии, и я устроился там. И я с 1983 года по 2010 год работал в Брянском государственном университете, на кафедре географии, и вот защитился, кандидатскую защитил, потом получил звание доцента, и затем в 2010 году уже вернулся на родину, и с 2010 года работаю в Северо-Восточном федеральном университете. Сначала тоже работал доцентом, потом с 2013 года меня избрали заведующим кафедрой. На год раньше, еще в 2012 году, я открыл лабораторию ландшафтоведения. И затем вот с 2013 года наша кафедра, в общем-то, такая тоже очень активная. В настоящее время, допустим, уже 95% остепененность достигает. И мы открыли в 2011 году направление бакалавриата, в связи с переходом на Болонскую систему, направление туризм открыли в 2011 году. Затем в 2015 году открыли направление гидрометеорология. Это, по сути дела, была мечта Семена Егоровича Мастахова. Он говорил о том, что вот вы вернетесь. После нас он еще посылал людей к нам в Воронеж, потом в Санкт-Петербург. И вот у него была идея открыть кафедру физгеографии, кафедру экономической географии и кафедру гидрологии и гидрометеорологии. И вот нам в 2015 году удалось открыть это направление, но, правда, обучение, бакалавриат, в 2015 году гидрометеорологию открыли. Затем в 2016 году открыли магистратуру, тоже по туризму, устойчивое развитие туризма. И открыли еще магистратуру двойного дипломирования с университетом Экс-Марсель. Прикладная геоматика. Вот эти достижения. Но потом, естественно, у нас на кафедре есть аспирантура. Аспирантура есть по физической географии, я ее возглавляю, потом по экономической географии Гнатюк Галина Анисимовна возглавляет. И в этом году еще открыли еще одно направление магистратуры – это картография и геоинформатика. Вот. Благодаря тому, что вот мы открыли магистратуру в свое время по прикладной геоматике, сейчас, в общем-то, допустим, в Институте мерзлотоведения почти целая лаборатория состоит из наших выпускников по геоинформатике. Кстати, вот вчера был день геоинформационных технологий, так что поздравляю всех с прошедшим праздником, тех, кто имеет отношение к этому. Замечательно. Юрий Георгиевич, вы являетесь заместителем ректора Северо-Восточного федерального университета по вопросам устойчивого развития арктических территорий. Конечно, мы всегда очень активно сегодня говорим о роли Арктики, и наш президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин много раз говорит, что за Арктикой будущее, весь 21 век – это век Арктики. Вот наш университет какую роль имеет в развитии арктических территорий и в партнерстве с какими структурами вы работаете в этом направлении? Действительно, Арктике сейчас уделяется большое внимание, и это, в общем-то, конечно, оправданно, потому что действительно природное богатство Арктики, затем вот в связи с потеплением климата, Северный морской путь у нас сейчас начинает активно работать, и довольно длительный период уже, были даже периоды, когда месяц целый было свободное плавание по Северному морскому пути. И он, как известно, короче, чем путь вокруг через Суэцкий канал или вокруг Африки. Поэтому за этим, конечно, перспектива большая. И, наверное, многие знают, что вот уже началось строительство малой атомной электростанции у нас. И вообще, морской порт в Тикси будет развиваться. Есть даже планы переноса его в Найбу или в другое место, для того, чтобы более глубоководный порт был. Что касается нашего университета, то прежде всего, конечно, это подготовка кадров для арктических территорий. У нас, по сути дела, все, наверное, направления, особенно востребованы медики в арктических территориях. В
В частности, вот когда мы были в ТИКСИ, значит, там говорили о том, что вообще острая нехватка врачей, так, ну, вообще медработников. Это направление. Затем, значит, ну, учителя, естественно, также, значит, ну, недаром арктический земский учитель, да, вот в Арктике тоже развивается эта программа. Ну и кроме того, есть буквально, ну, такие специализированные, допустим, у нас в Институте естественных наук открыта магистратура, значит, устойчивого развития Арктики, так и называется. И готовят специалистов, но, к сожалению, ну, вернее, как, она была совместная, российско-японская, но, к сожалению, сейчас в связи с современной ситуацией стала опять-таки, как и наша магистратура франко-российская, с прошлого года мы стали просто российскими, так? Но это не значит, что там качество ухудшилось и так далее. По крайней мере, у нас французы продолжают работать. Значит, ну, ведущий наш ученый, это Себастьян Гадаль, он продолжает работать, несмотря на то, что там ему тоже, как говорится, не всегда. Наука есть наука, я думаю, смешивать это с политикой не всегда целесообразно. И, конечно, вот когда формируются такие совместные научные команды, это всегда эффективно. Есть опыт у них, есть опыт у нас. Тем более вот такая проблематика арктическая, она, безусловно, интересна и перспективна. Ну и вот по линии Академии наук Республики тоже вот были вопросы образования НОЦ. Да, сейчас Север. Я еще хотел дополнить, что мы сейчас активно работаем еще и с Китаем. Так, с Китаем. Сейчас налаживаются связи с Индией. Хотя это вроде бы не арктические страны, так, но, по крайней мере, Китай очень проявляет активность большую, так, в Арктике тоже. И у нас с ним, с китайскими университетами, ну, в частности, с технологическим университетом, значит, Китая, ну, уже существует научная программа, мы, значит, по мегатрансекту измеряем, значит, перенос загрязняющих веществ по меридиану, ну, Якутия, Китай, так. Но вообще в планах у нас дальше, в общем-то, это в основном сейчас, ну, в общем, мы хотим многие охватить, значит, загрязняющие вещества, и не только по меридиональный перенос, но и широтный. Потому что, ну, одно дело и загрязняющие вещества, так, но с другой стороны и стратегическое направление тут тоже существует, конечно, потому что разные вещества, в принципе, в воздухе переносятся, ну, плюс-минус, но примерно одинаково, так. То есть и в геостратегическом отношении это тоже, конечно, имеет значение. Но что касается НОЦ-Север, так, то наш университет является, ну, в общем-то, по сути дела, одним из ведущих учреждений в этом НОЦ. Ну, наверное, все знают, что НОЦ-Север объединяет 5 регионов, так, Якутия, значит, Чукотка, Камчатка, Магаданская область, Сахалин, так, значит, и там активно тоже ведется очень работа, и там, ну, надо сказать, что не только эти регионы представлены, но еще и представлены, допустим, московские, значит, МГТУ имени Баумана очень активно у нас работает. Значит, ну и много проектов, которые, ну вот именно изучение Арктики, так. Ну и в частности, сейчас наш университет «Приоритет 2030», есть такая программа, так, там тоже одно из направлений – это, конечно, Арктика. Ну и вот буквально на днях наш ректор Анатолий Николаевич Николаев, значит, с командой поедут в Москву защищать наш очередной отчет по этому проекту, и надеемся, что мы, может быть, перейдем в специальную часть. Было бы здорово. Ну, замечательно, когда наш университет идет вперед, развивается, и в этом смысле, я думаю, занимает свою такую ведущую позицию среди вузов нашей страны. Ну вот 19 ноября по всему миру у нас будет такой в народе называемый географический диктант. Как идет подготовка, что вы могли бы сказать для наших телезрителей и радиослушателей? Это очень интересно, все-таки проверять свои знания по географии, да, что-то новое познать.
Ну вот спасибо за вопрос. Значит, пользуясь случаем, хочу как раз прорекламировать, что 19 ноября, в это воскресенье, с 12 часов по местному времени состоится, значит, географический диктант. Сейчас он официально называется «Международная просветительская акция». Значит, географический диктант проводится не только в России, но и в ряде других, многих стран. Значит, надо отметить, что вопросы только по России, так, только по России. Географические, понятно, вопросы. Значит, вот такой бланк, значит, если видно, да, значит, приглашаем всех желающих, значит, поучаствовать в этом диктанте. У нас на базе университета в каждом учебном корпусе существуют площадки, и площадка это не одна в корпусе, а их несколько по аудиториям. То есть площадка одна официально зарегистрирована, но аудиторий несколько. Поэтому приглашаем всех желающих тоже. Значит, и что интересно, что здесь, во-первых, и возраст учитывается, и образование, и так далее, да. И главное, что вот есть индивидуальный, уникальный номер. У каждого участника свой будет индивидуальный номер, значит, по которому он после 12 декабря может зайти на сайт РГО и проверить, насколько он правильно ответил. То есть это обезличенно, как говорят, так, то есть никто ваши результаты, кроме вас, не узнает. Поэтому можно не стесняться, так, потому что некоторые говорят, как я покажу плохие знания, так? Да, и надо отметить, что вот с 2015 года эта акция проводится, значит, и в 2015 и 2016 годах мы, маленькая Якутия по населению 1 миллион, да, значит, достигли только в этом году. Мы занимали первые места по России, представляете? Обогнав Москву, Санкт-Петербург, там, Краснодарский край и так далее. По количеству участников именно. Вот. Тогда, конечно, мы проводили очень большую работу. А по качеству знаний? Вот, к сожалению, по качеству знаний у нас, если мы до сих пор, хоть нас и обогнали, да, по количеству участников, но мы все равно входим в десятку по количеству участников и по регионам России. А вот по качеству мы, конечно, где-то в пятом десятке. И у нас даже было такое предложение, в общем-то, постараться повысить качество. И поэтому вот до пандемии как раз мы проводили даже неделю географии, читали лекции, такие самые простые, как говорится, знания пытались передать, так, населению, чтобы, значит, повысить качество. Но вот, к сожалению, пандемия, конечно, нас тут немножко подкосила. А с чем связано то, что вот якутяне массово любят географию, если они участвуют в этом диктанте, это показатель того интереса, который проявляется, так? Я думаю, тут несколько причин. Прежде всего, конечно, то, что, во-первых, якутяне очень активные вообще. Сами по себе. Да, сами по себе. Потому что, я вот говорю, долгое время жил в Воронеже, в Брянске, и, в общем-то, когда я вернулся сюда, я вообще такая активность, особенно вот демонстрация 1 мая, никто же никого не гонит на эту первую демонстрацию 1 мая. Все идут. А в Брянске, допустим, там вообще это уже 100 лет не проводятся, эти демонстрации. Или даже вот какие-то, флешмобы, там еще что-то такое, да. Все же такие активные, особенно когда начинаются там политические какие-то споры, вплоть до того, что могут разругаться. Да, но это хорошо, все-таки вот когда есть активная жизненная позиция, это здорово. Я помню, мы по юридическому диктанту тоже занимали ведущие места, и в том числе по качеству знаний. Вот я хотел бы отметить, что нам помогают режиссеры Николай Слепцов, Айдын и Мария Сунхалырова. Спасибо им большое, потому что наша передача будет через некоторое время продолжена, потому что мы должны прерваться на рекламную паузу.
Еще раз добрый день, дорогие телезрители, дорогие радиослушатели. У нас программа «Профессор доступно о важном». Гость студии заместитель ректора Северо-Восточного федерального университета, заместитель председателя регионального отделения Русского географического общества Юрий Георгиевич Данилов. Ну вот у нас интересная беседа про географию, про географический диктант, про Арктику. Давайте продолжим наш разговор. Вот в рамках географического диктанта, я думаю, что у нас участники не только же с города Якутска, но и из других улусов активно принимают. Какие вот территории наиболее активны? Ну, совершенно правильно. Значит, не только Якутск город, но и, значит, все районы, все улусы, районы активно участвуют. И они причем, где, на базе школ? Да, в основном проводят на базе школ. Причем вот как раз в 2015-2016 году у организаторов московских, видимо, еще действительно опыта было мало, и нам давали вот эти бланки, номеров нам не хватало. Они не ожидали такого, так? И вот Михаил Михайлович Росов предложил, значит, нумеровать эти бланки как и по ЕГЭ. Ну, взять ту же систему. И там действительно можно хоть миллион, как говорится, таких бланков сделать. Поэтому вот это новшество было, значит, принято. Введено в практику. Молодец, Михаил Михайлович. И, значит, сейчас вот он как раз ответственный по работе с районами. И в основном мы, конечно, через ИРО и ПК, так, работа ведется. Ну и непосредственно, конечно, потому что не только школы, библиотеки, клубы и так далее. То есть, вот если вспомнить 15-й год, 15-16 годы, там вообще даже какие-то народные гуляния были в день географического диктанта. Приходили семьями, там, значит, песни были и так далее. То есть, очень здорово было. Но вот, к сожалению, пандемия, как я уже говорил, подкосила нас немножко. Но в целом, в общем-то, надеемся, что и в этом году мы достойно выступим на географическом диктанте. Ну и еще я хотел отметить, что вот по арктическим исследованиям мы в этом году, университет наш создал так называемый РКИ, Российско-Азиатский консорциум арктических исследований. И, значит, сейчас в него входят уже более 18 членов, так, в том числе, значит, есть и иностранные, в частности, китайские вузы, так, входят. Вот с индийскими сейчас идет работа, значит, на вхождение. Но основная цель этого консорциума – это объединить все, значит, научные учреждения, образовательные учреждения, даже колледжи у нас есть, так, Таймырский колледж, значит, вот как раз в работе по арктической тематике. И здесь Дарьяна Дмитриевна Максимова тоже, вот это ее идея, и, в общем-то, было воспринято очень здорово. Ну и, конечно, значит, Нюргун Романович, проректор по международным отношениям, тоже ведет активную работу вот с китайцами, допустим, так. Вот, поэтому, надеемся, что наш РКИ дальше будет продолжать работу. Замечательно. Да, давайте мы перейдем ко второй такой части вашей деятельности. Вы один из руководителей Якутского регионального отделения Русского географического общества, который, насколько я знаю, Александр Васильевич Горохов возглавляет. Я помню, Алексей Прокопьевич Тишковский очень активно начинал эту работу. Вот сегодня, значит, РГО какие задачи выполняет? И вот 110 лет же уже отмечаете, большой юбилей, знаковый. Кто стоял у истоков? Давайте начнем с истории, наверное. Так, прежде всего надо сказать о том, что Русское географическое общество, одно из старейших вообще в мире, оно было создано в 1845 году, а затем, буквально через 6 лет, в 1951 году, было создано Сибирское отделение. Потом оно стало называться Восточно-Сибирское отделение в СОРГО, так, Восточно-Сибирское отделение Русского географического общества. И как раз территория Якутии входила как говорится, в СОРГО. Но уже начиная с 1908 года, так, в Якутии вот началось движение, и в частности 56 представителей якутской интеллигенции написали письмо о том, что надо бы создать свой отдел.
И действительно, ну, правда, тут долго, как говорится, шла эта борьба, даже можно сказать, потому что многие не хотели, чтобы Якутия уходила из СОРГО. Но в конечном итоге, благодаря вот деятельности Крафта, прежде всего, так, нашего генерал-губернатора, при поддержке Петра Петровича Семенова-Теньшанского, это вице-президент Русского географического общества, в то время он был, значит, в 1913 году, 25 ну, теперь по современному стилю, прошу прощения, 18 августа, значит, был создан якутский отдел Русского географического общества. Вот. И с тех пор вот наш отдел, потом в советское время назывался филиал, якутский филиал, затем вот уже с 2009 года, значит, стали называться отделениями. Так? Отделение РГО в Республике Саха-Якутия. Ну, в 2009 году, в общем-то, произошел коренной, наверное, перелом в развитии Русского географического общества. Связано это было с тем, что был проведен внеочередной съезд, значит, и был избран президентом РГО Шойгу Сергей Кожугетович. В то время он был министром МЧС. И сразу был создан, значит, попечительский совет, и попечительский совет возглавил наш президент Владимир Владимирович Путин. Так, и поэтому, вот, конечно, это дало очень большой толчок для такого, ну, возобновления работы отделения РГО. И надо без особой, как говорится, там, похвальбы или чего сказать, что наше отделение действительно является одним из лучших. И это признают, значит, в руководстве РГО. Ну, наше отделение получило грамоту, допустим, там большую и так далее. Так? Ну, и члены получают благодарности, грамоты. И это, естественно, свидетельствует о том, что наше, значит, отделение активно работает. Так? Да, ну я немножко перескочил по истории, если брать, то вот у истоков, значит, создания отдела Русского географического общества стоял, ну, не только Крафт, стояли, ну, такие известные представители купечества, меценаты, ну, в частности, значит, Семенов, так, будучи первый нарком финансов, значит, организатор многих экспедиций, Попов, так, Никифоров, значит, ну и впоследствии, ну, после уже революции, ну, здесь у нас, кстати, конечно, небольшой пробел есть, значит, но сейчас вот как раз готовится книга, и Сардана Боякова, она как раз, Сардана Ильинична Боякова, она работает как раз в архивах сейчас, и, ну, надеемся, что какие-то, вот этот пробел будет восполнен. Потому что вот довоенный период у нас как-то выпал. После войны, уже в 50-е годы, наш филиал возглавляла Сивцева Анастасия Иннокентьевна, это первая заведующая кафедрой географии. Затем длительное время возглавлял, значит, Мастахов Семен Егорович, значит, Григорий Николаевич Максимов. И, ну, активными членами филиала были, ну, такие известные наши ученые, как Мария Гавриловна, значит, Мария Кузьмична, прошу прощения, Мария Кузьмична Гаврилова, Петр Петрович Гаврильев, Конон Евсеевич Кононов, Дмитрий Дмитриевич Савинов, так, ну, упоминавшийся Григорий Николаевич Максимов, который был тоже вот руководителем отделения, Зоя Марковна Дмитриева, Иннокентий Ильич Жирков, Иван Данилович Егоров, ну и многие другие. Ну и вот с 2015 года как раз, значит, возглавил наше отделение Дичковский Алексей Прокопьевич, значит, ну, а в настоящее время, как вы уже отметили, Горохов Александр Васильевич. Ну, что у нас структура имеется 10 комиссий. Так, 10 комиссий. Это комиссия этнографии, истории географических открытий, краеведения туризма, физической географии, экономической и социальной географии, экологии и природоохранной деятельности, географического образования, экспедиционной деятельности, издательской деятельности и грантовой деятельности. Все эти комиссии, ну, достаточно активно работают. Ну, наверное, наиболее активной и наиболее интересной – это, конечно, работа экспедиционной комиссии.
И, в частности, вот мы выиграли гранты, такие крупные гранты наше отделение выигрывало, такие как, допустим, вот, полюс холода соединяет океаны. Наверное, наши зрители, слушатели знают об этом. Так, у нас в Якутии имеется межокеаническая бифуркация, так, о которой, в общем-то, ну, мало кто знает, как говорится. Можно из Охотского моря, то есть из бассейна Тихого океана, по воде на лодках пройти до Северного Ледовитого океана. И мимо Омикона, мимо Тамтора, поэтому вот название такое «Полюс холода соединяет океаны». И как раз Николай Александрович Находкин выиграл грант, и вот они, значит, прошли, как говорится, по водному пути из одного океана в другой. Также мы выигрывали грант 3 года подряд, значит, плавучий университет на реке Лена. Плавучий университет на реке Лена. Значит, первый год было плавание на теплоходе «Капитан Горовацкий» от Якутска до Тикси. И это было не только просто плавание, так, это, естественно, были просветительская деятельность. Встречались со школьниками, да, встречались со школьниками, с местным населением, лекции проводили, читали и так далее. Кроме того, был в отряде небольшая группа, врачей даже была, они обследовали, значит, жителей. Да, здорово. Да, потом брали пробы воды, пробы рыб и так далее. То есть, ну, такая научная работа была проведена хорошая. Второй год уже от границы с Иркутской областью и до Якутска. Тоже здесь уже, ну, более населенные места, так, здесь уже, значит, больше активность была, конечно, работа с населением. Детей учили, там, ну, в общем, много интересного было сделано. Так. Ну, затем, ну, вот я лично тоже в 2019 году выиграл грант, экспедиция по следам индигирской экспедиции Сергея Владимировича Обручева. Сергей Владимирович Обручев – один из выдающихся геологов, географов, ну, и говоря, ну, и, в общем-то, он, по сути дела, сделал последнее крупное географическое общество в 20 веке. Он открыл хребет Черского. Ну, в принципе, знали, конечно, люди о том, что есть какие-то хребты, но орографическая структура была нанесена на карту неправильно. Он именно правильно нанес параллельно идущие хребты на карту. И, представляете, площадь хребта Черского равна площади Кавказа. То есть, вот такую громадную территорию он нанес на карту. Ну и, кроме того, конечно, он открыл золотоносность, так? Золотоносность индигирского региона. Значит, и вот мы по следам его экспедиции прошли, значит, восхождение на гору Чон делали, так, потом нашли, значит, лабаз, остатки лабаза, который был им создан, значит, для хранения продуктов. Затем были проведены фотографии, мы искали места, вот, ну, сохранились его фотографии, значит, на стекле еще фотографии, так. Вот его дочь Татьяна Сергеевна, она их совершенно случайно нашла где-то там на даче на чердаке. Вот. И потом это восстановили, ну, что-то подретушировали и так далее. И мы распечатали эти фотографии и находили места, с которых сделаны эти фотографии. И делали фотографию этого же места, но уже спустя почти 100 лет. Вот. Ну, интересно тоже. Есть, ну, даже фотографически видно, что какие-то изменения произошли. Вот. Ну и, естественно, мы тоже научной деятельностью занимались. У нас альголог была, значит, геоботаник, значит, пробы воды, пробы льда брали, ну и так далее. Так, то есть, ну, тоже такая интересная была. Ну и в этот же год, кстати, в 2019 году, вот Добрянцев Анатолий Анатольевич, тоже под его руководством была проведена экспедиция по следам государевых ямщиков. Так. Ну, она, правда, была такая этнографическая, можно сказать, больше, так, но тоже очень интересная была экспедиция. Мы посетили там почти все станки, так, ямы эти, значит, ну, где-то заброшенные, где-то люди живут, где-то что-то восстанавливали. Ну, и везде вот идея Анатолия Анатольевича была в том, что мы должны были, как ямщики, тоже на перекладных, не просто там на одном каком-то корабле или там на катере проплыть, а именно каждый раз мы пересаживались. Повторяя путь предков. Да, да. И, ну, правда, не на каждом яме, как говорится, но сутки, вернее, день мы шли, допустим, нас на лодках везли, потом какой-то участок мы вынуждены были на машине проехать,
но все равно вдоль реки, потом на теплоходе, потом опять на лодках и так далее. И вот он каждый вечер созванивался, и завтра утром, чтобы там организовать дальнейшее продвижение. Вот идея очень хорошая, и действительно везде, где-то при нас устанавливали эти столбы, значит, верстовые, где-то просто руководители обязались, и потом в конечном итоге тоже установили везде, вдоль тракта были установлены вот эти верстовые столбы. То есть ваша экспедиция вызвала живой интерес у тех людей, которые там проживают. Даже мне говорили, и Анатолий Анатольевич сам рассказывал, что люди как-то были очень этим вопросом заинтересованы, начали свои корни искать, какие у них ямщицкие, именно ямщицкие песни, танцы, это очень здорово. Да, кстати, записывали мы воспоминания, значит, старожилов, песни, некоторые бабушки вспомнили и так далее. Очень здорово. И, кстати, в Иркутской области его называют Якутский тракт. Мы называем Иркутско-Якутский, а они прям называют Якутский тракт, Якутская дорога. Здорово. Какие я знаю, что вы очень хорошо работаете с молодежью. Как вы их привлекаете к этой работе? У нас, во-первых, создан, значит, молодежный клуб, так? Молодежный клуб. Сначала он назывался «Молодежное крыло», и потом стали называться, значит, по всей России молодежные клубы. И молодежный клуб у нас тоже, по крайней мере, в допандемийное время очень активно работал. Значит, под пандемией, еще раз повторюсь, что подкосило, конечно. Но сейчас возрождение опять идет, начинается. Значит, и членами молодежного клуба проводились, во-первых, работа с местным населением, конечно, так. Организовывали они такие экскурсии, путешествия, экскурсионные походы, можно сказать, походы выходного дня. Так? До Табагинского мыса, допустим. Потом проводили такие акции, как неделя географии, точнее, ночь географии. Здорово. Да, потом... Но у нас остается совсем мало времени. Режиссер нас предупреждает. Что вы делаете для расширения своих рядов? Если люди захотят стать членами РГУ, это возможно? Да, возможно стать достаточно просто, с одной стороны. Просто надо зайти на сайт РГО и там нажать на кнопочку «Вступить». И там заполнить свои анкетные данные и так далее. Но потом все это приходит к нам в отделение, и у нас своя анкета. И основной вопрос там, что вы можете дать нашему отделению, что вы можете предложить. Спасибо, Юрий Георгиевич, у нас очень интересная беседа состоялась. Я благодарю вас, хочу пожелать вам